Армысыздар, құрметті пайдаланушылар. Фольклор ағылшын сөзі. Ол халық творчествосы. Халықтың ауызша тудырған көркем шығармасы. Халық даналығы деген ұғымды білдіреді. Фольклор дүние жүзіндегі халықтардың бәрінде бар. Ал халықтың ауыз әдебиетін зерттейтін ғалымды фольклористика деп атайды. Фольклор жазба әдебиетінің іргетасы. Онсыз ешбір елдің әдебиеті кемел болмақ емес. Кез келген халық әдебиетінің қайнар көзі болуымен қатар, сол халықтың өткен тарихының, жүріп өткен жолының бағдары куәсі, тіпті сол халықтың жан дүниесінің айнасы. Устное народное творчество казахского народа, уходящее своими корнями в глубокую древность, этническую историю, представлено героическими сказаниями, лирико-эпическими поэмами, преданиями, легендами, связанными преимущественно на основе пережитых народом исторических событий. Как капли воды отражены в них судьба народа, его мудрость, отношение к окружающему миру. Казахский фольклор уникален. Он включает в себя свыше 40 жанровых разновидностей, значительная часть которых характерна только для казахского устного народного творчества. Героический эпос – это сюжетная поэма, рассказывающая о героических и ратных подвигах батыров, обладающих необычной силой, защищающей племена и отдельные рода от набегов чужеземцев, спасающие народ от тяжелых бедствий. Наиболее известные эпические произведения – это Кабланты-Батыр, Ертархын, Алпамыс и Камбар-Батыр и другие. Лироэпические поэмы Козы-Курпеш и Баян-Сулу, Қыз-жібек сходны между собой по содержанию, по теме и развертыванию событий. Для их жанра характерна социально-бытовая направленность, любовная лирика. Казахская Ромео и Джульетта – это история, которая воспевает верность в любви, дружбе, отвагу и патриотизм храброго воина Төлеген из рода Жағалбайлы Жетіру и красавицы Жібек из рода Шекті Алимұлы. Заканчивается поэма трагически, из-за межплеменных расприй. Сказка – это один из жанров казахского фольклора с вымышленным сюжетом и героями. Очень богата своим содержанием, разнообразием сюжетов, яркостью красок, сочностью юмора и острой мысли. Хитрые и умные, храбрые и трусливые персонажи изображают животных, поступки которых похожи на поступки людей. Поэтому казахский народ сложил очень много сказок о животных. К казахскому фольклору относятся и дидактические жанры. Это басни, притчи, пословицы, поговорки, крылатые слова, загадки и назидания. Большинство из них содержит наставления, поучения, глубокую мысль, тонкий подтекст. Пословицы, поговорки, загадки, афоризмы несут в себе большую воспитательную нагрузку. Пословицы казахского народа. Если прошлое не вспоминать, настоящего не понять. Из книги «Казахские пословицы». Устное народное творчество – неиссякаемый источник мудрости народа, его веры в добро и справедливость. Все свои знания, ум, жизненный опыт народ сохранял в устном языке. Поэтому значение казахского фольклора неоценимо. Это бессмертный источник исторических знаний.